Все проекты, которые успешно реализуются на территории Коми, будут продолжены в следующем году. Это касается и народного бюджета. Владимир Уйба, отвечая на вопросы населения региона, успокоил тех, кто был обеспокоен судьбой госпрограммы. По словам главы, на нее в следующем году найдут 200 миллионов рублей. Слово Елене Кононовой. Дело по дому на улице Стахановская в Сыктывкаре сдвинулось с мертвой точки, заявил губернатор. Наконец, арбитражный суд застройщика признал банкротом. Теперь есть надежда, что остановившееся в мае 2019 года долевое строительство можно будет закончить на федеральные средства. Готовность объекта на сегодняшний день 82%. Сейчас мы вышли на федеральное правительство с заявкой на финансирование. Попытаемся до конца года, если не успеваем, то прямо в начале следующего года, но будем пытаться в этом году получить все-таки уже статус финансирования такого объекта. И у нас понимание полное, и мы работаем с инициативной группой обманутых дольщиков. Территориальное общественное самоуправление из Коми никуда не исчезло. ТОСы, как и прежде, активно улучшают качество жизни в своих населенных пунктах. Организовывают досуг детей, устанавливают тренажерные комплексы, строят спортивные площадки, ремонтируют дороги и приводят в порядок памятники. Сегодня в республике действует 150 ТОСов. За 7 лет реализовано более 200 проектов на сумму 55 миллионов рублей из различных бюджетов. Причем отмечу, что в республике создана региональная ассоциация ТОС. Это первая подобная организация в России. И действительно, они очень открыты, они прозрачны, их работа, любой желающий может получить исчерпывающую информацию, как создан ТОС, как он грамотно вести его работу, особенно грантовую работу. И немаловажно, что мы, и администрация муниципальная, и администрация республики, черпаем кадры оттуда. То есть ТОСы – это очень хорошая кузница кадров. Еще один проект, который реализуется при помощи самих жителей, народный бюджет, будет продолжен и дальше, обещает Владимир Уйба. По словам главы, именно благодаря таким инициативам проводятся масштабные работы по ремонту соцобъектов и благоустройству сел и городов региона. На программу следующего года предусмотрено 200 миллионов рублей. На этот раз народные проекты будут воплощаться по двум направлениям. Это создание доступа для маломобильного населения к общественным местам и чистка берегов рек. Тоже очень важное, это экологическое такое направление, это очистка береговых линий внутри населенных пунктов, озер, рек, пляжи. И сегодня мы, когда в этом году изучали эту историю, особенно с гибелью людей на воде, отметили, что не устроены, не благоустроены береговые линии, а там люди проводят отдых, купаются и так далее. Кроме того, в следующем году в пилотном проекте мы такой запускаем народный проект в школе, что тоже, в общем, считаем, что очень важно, чтобы именно был такой программная деятельность народного бюджета в школе. Параллельно с народными инициативами также действует программа «Комплексное развитие сельских территорий». Курирует ее Минсельхоз региона. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов. В этом году приводят в порядок 25 территорий. Общая сумма работ – более 19 миллионов. Так, например, в поселке Мандач и селе Озел Сыктывдинского района обустроены спортивные и игровые зоны. Елена Кононова, телеканал Юрган.